Om Namah Shivaya. Тогда в предыдущем видео мы поговорили по поводу 4 лунные знака зодиака, которые получили негативное влияние через транзит Юпитера в этом году. И также 5 лунных знаков зодиака, которые получили негативное влияние через транзит Юпитера в этом году. Сейчас мы будем поговорить остальные 3 лунных знака зодиака, которые получили хорошее и плохое, нейтральное влияние через транзит Юпитера. Ну, как мы поняли, транзит Юпитера будет 5 апреля в этом году. И Юпитер будет переходить в знак Водолей, и он будет там находиться до 14 сентября в этом году. Тогда это получается около 161 дней. Тогда какие это 3 лунные знака зодиака, которые получили нейтральное влияние? Первый это Овен, второй это Скорпион, и последний это Стрелец. Овен, Скорпион, Стрелец. 3 лунные знака зодиака. Идем по одному. Сначала поговорим по поводу Овен. Для Овен с 5 апреля до 22 мая это отличный период. Хорошо? Почему? Потому что Юпитер переходит в накшатра Дhanishta, и для вас накшатра Хазиан накшатра Dhanishta это Марс, и Марс находится будет в 3-я дома от вашей лунной знак зодиака. Это хорошее положение, поэтому в этот период вы будете получать большое достижение вместо вашей работы, это будет повышать вашу карьеру, вы будете развивать ваши бизнеса, новые возможности будут открыты для вашей карьеры, где это помогает, чтобы улучшать ваш доход, прибыль и получение от карьеры. Окей, это хорошо. И дальше, в этот период вы будете получить большая уверенность, вы будете более ответственности, новые силы воли, вы будете получить, чтобы успех в вашем работе. Это тоже очень хорошо. Тогда это тоже дает вам лидерские качества, да? Дает вам тоже лидерские качества в этот период. И там есть много возможностей, чтобы раскрывать ваш внутренний потенциал в этот период. Тогда это хороший период для вас. Ну, следующий. 22 мая до 20 июня. Юпитер будет находиться в накшатра Сатабиша. Хазиан накшатра Сатабиша это Раху. Раху получается находится в 2-я дома от вашей лунной знак зодиака. Это плохо. И для следующий 20 июня до 20 июля опять Юпитер находится тоже в накшатра Сатабиша. И Сатабиша накшатра Хазиан Раху тоже в 2-я дома. Это плохо, но Юпитер находится в ретроградном положении в этот период. Тогда первые 30 дней Юпитер в Сатабиша без ретроград. Второй 30 дней Юпитер в Сатабиша с ретроградным движением. Тогда что будет в этот период? В течение 60 дней будете внимательны. Значит, с 22 мая до 20 июля в этот период будете внимательны, потому что Раху, который находится в 2-я дома, он дает вам сильная проблема в вашем общении. Любые вещи, которые вы начинали общаетесь в этот период, это дает вам, есть возможность, чтобы дает вам проблему. Контролируйте ваше общение. Перед тем общайтесь, сначала подумайте, анализируйте, потом общайтесь. Хорошо? В этот период часто могут возникать ссоры и недопонимания. Если вы не верите, вы посмотрите, что будет в этот период. Это будет. Будете внимательны с вашим общением. И будете терпеливы, спокойны. Даже если вы агрессивны, но будете спокойны. Сделайте медитацию, успокойте себя. Никогда общайтесь. Всех, которые вы хотите сказать, не скажите это все. Потому что это дает вам сильные проблемы. Помните это. В течение 60 дней. Потом, после 20 июля до 14 сентября, это нормальный период. Потому что Юпитер будет находиться опять в накшатра Dhanishta. Но опять в ретроградном положении. Хазиан накшатра Dhanishta опять Марс. И Марс будет находиться для вас это
5 и 6 дома. Это хорошо положение. Тогда это нормальный период. Нормальный период значит, что то вы усилия вы поставите, вы будете получить наоборот результат. Если поставили 50% усилия, 50% результат. 100% усилия, 100% результат. Это нормальный период для вас. Нет никаких особенная можно ожидать в этот период. Окей? Тогда это для Овен. Следующий. Посмотрим для Скорпион. Для Скорпион транзита Юпитера. Юпитер переходит в 4 дома от вашей лунный знак зодиака. 4 дома Юпитер это хорошо. Но тут проблема это у вас Кеду в 1 дома и Раху в 7 дома. Поэтому это нет очень хорошо. Тогда для Скорпион сначала в 5 апреля до 22 мая в этом году, около 46 дней, Юпитер находится в Дhanishta накшатрам. В этот период это хорошо, потому что здоровье будет улучшаться. Здоровье значит ментальное здоровье, психическое, физическое здоровье будет хорошо, где вы будете тоже получать успех в своем бизнесе, в карьере, все ваши новые усилия дают хороший результат. И вы будете получить новая энергия, новая сила, чтобы достигать вашей цели и желания в жизни. Это хорошо. И также будет сила, чтобы побеждать ваших врагов, конкуренции и болезни. Это хорошо. Идеальный период, первый 46 дней. Но потом, когда Юпитер находится, в накшатра Сатабиша, это период, когда с 22 мая до 20 июля, около 60 дней, когда Юпитер в накшатра Сатабиша, это накшатра Раху. Раху, который находится в 7 дома от вашей лунный знак зодиака, в этот период начинает проблема. Первая проблема со здоровьем. Со здоровьем большая проблема. Поэтому принимайте какие-то витамины или какие-то трава, какая-то медицина, чтобы усиливать ваш иммунитет в этот период. Дальше. Проблема большая могут возникать в вашем отношении с людьми. Это может быть друзья, это может быть ваши родственники, может быть ваши дети, может быть ваши родители, любые люди. Проблемы в отношениях могут возникать. Будьте внимательны. Не принимайте важные решения, серьезные решения в этот период. Если вы хотите принимать, принимайте после 20 июля без проблем. Но 22 мая до 20 июля будьте внимательны. Это я хочу сказать. Потом, после 20 июля, Юпитер опять переходит к накшатру Дhanishta. Тоже в ретроградном положении, это хорошо. Это период опять у вас будет хороший, там вы будете много фокусировать себя на сфере работы, на карьере, и тоже время для достижения вашей цели или желания. Тогда, это что для вас приносит транзит Юпитера в этом году. Это для Скорпион. Следующий, последний, посмотрим для Стрелец. Для Стрелец транзит Юпитера. Юпитер переходит в 3 дома от вашей лунный знак зодиака. Это хорошо и тоже плохо. А что хорошо, что плохо, мы посмотрим. Сначала, это транзит, это дает вам победа, успех на вашей цели или желании. Следующий. Отношения с родственниками, друзья, семья, партнера, это будет улучшаться. Это хорошо. Дальше. Это хороший период для новая покупка недвижимости, собственности, дома, машина, земля. Это тоже хорошо. Но проблема, которая тут приносит, это проблема в здоровье.
Ni которые проблема в здоровье могут возникать в этот период, поэтому заботитесь о своем здоровье. Это первый. Второе. Будете внимательны, когда использовать транспорт. Публичный транспорт или такси, или свой личный транспорт, не важно. Будете внимательны с транспортом. Хорошо? Особенно, когда использовать машину. Потому что там есть шанс для несчастный случай или травма в этот период. Дата периода, который вам надо быть более внимательны, это с 5 апреля до 22 мая в этом году. Потому что это периода, там есть много шансов, возможностей для проблемы в здоровье и тоже проблема от транспорта, который я сказал. Хорошо? Тогда это прогноз для стрелец. Тогда это как транзит Юпитера влияет на 3 лунный знак зодиака: Овен, Скорпион и Стрелец. Но все равно сделайте практики для Юпитера, чтобы помогать решить проблему, которая будет в этот период. Практики лучше сделать в 5 апреля, потому что в 5 апреля Юпитер будет переходить. Поэтому это отличное время для практика. Сделайте практика или сделайте пуджа в 5 апреля. Это реально будет помогать вас, чтобы избавить негативное влияние от Юпитера и выражать, усиливать положительное влияние Юпитера через этот транзит 2021. Тогда приходите на медитации, который будет у нас в 5 апреля, или запишитесь в Гуру Пуджа. Увидимся вам в нашей мероприятии. Ом Нама Шивая.